Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якутск сегодня». В студии режиссеры Николай Слепцов и Мария Новгородова. У микрофона редактор Эдуард Рудых. Лето, пора поступления на учебу. Начался прием документов в Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. И сегодня у нас в гостях представители флагмана Дальневосточного региона Северо-Восточного федерального университета. Это директор Института развития перспективных проектов в образовании Северо-Восточного федерального университета Майя Васильевна Курнева и выпускники университета. Физико-технический институт, педагогическое направление Сардана Львова. Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации Сардана Борисова. И выпускник геолого-разведочного факультета Валентин Егоров. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день. Добрый день. Напоминаю телезрителям и радиослушателям телефоны прямого эфира 320066 и 321166. Майя Васильевна, вам слово. Вступительное об университете. Да, наш Северо-Восточный федеральный университет действительно является одним из крупных университетов по всему Дальнему Востоку, ну и самым главным университетом Республики Саха-Якутия. Он является у нас многоотраслевым. У нас 18 факультетов институтов, в том числе колледж инфраструктурных технологий, это учреждение СПО. Плюс у нас есть несколько факультетов, это финансово-экономический, юридический, геолого-разведочный, которые имеют свои программы среднепрофессионального образования. Помимо этого у нас есть 3 филиала, которые находятся в Нерюнгри, в Мирном и на Чукотке. Вкратце можно сказать так, у нас многоотраслевой университет. Поступив к нам, вы можете, получается, то есть мы готовим по очень разным специальностям. Угу. У нас в гостях выпускники университета. Сардана. Я выпускница физико-технического института. Закончила педагогическое направление с 2 профилями физика и информатика. В этом году физико-технический институт проводит набор по 8 направлениям, да, и получается, я училась 5 лет, и могу сказать, что это самые лучшие 5 лет, которые у меня были в этом году. Не считая школу, да. Школа — это всегда лучшая пора. Но наш родной университет СВФУ очень многое мне дало. Дальше, по сути, будем разговаривать, да? Или дальше буду говорить? Хорошо. Валентин? Как говорили, меня зовут Валентин. Я закончил геологоразведочный факультет в направлении нефтегазовой техники и технологии, кафедры недропользования. По специальности я горный инженер, грубо говоря, буровик. Сейчас вот это вот данное направление, сейчас она поменялась на разработку нефтяных и газовых месторождений. И в целом сейчас у нас тоже проходит приемная комиссия в ГУКе, 110-й кабинет. Там можете ознакомиться с направлениями, а так в целом, если вкратце рассказать, то у нас прикладная геология, технология геологической разведки, нефтегазовые техники и технологии, нефтегазовое дело, и в этом году у нас появилась магистратура по направлению нефтегазовое дело тоже. В целом могу рассказать кратко о геологоразведочном факультете. Помимо высокого уровня преподавания, могу отметить то, что вот когда проводят, получается, пары, используется не только обычный метод преподавания, но и с использованием цифровых технологий, то есть у нас есть, как и везде сейчас уже есть большие такие экраны LED, то есть сенсорные, плюс помимо этого мы используем тренажеры, то есть у нас есть тренажер для бурения АМТ, то есть для буровиков это прям хорошая вещь, так скажем. И еще помимо этого использование VR-очков, то есть очки виртуальной реальности, вот надел, и как будто уже на буровой, на производстве уже видишь. Для первокурсников это очень хорошо, потому что ты уже понимаешь, чем будешь работать в будущем. Вот. И еще помимо этого у нас есть 3D-печать. То есть в определенных дисциплинах мы делаем какую-то там деталь, и можно его потом будет распечатать в целом. А также помимо этого у нас есть классы компаний, то есть наша кафедра, прям работает тесно с ведущими компаниями страны, такими как Роснефть, Газпром, Саханефтегазбыт, Аятек. И вот благодаря открытию данных классов у нас появились новые
компьютерные классы, и помимо этого вот в классе Роснефти у нас есть цифровой двойник месторождения. Если в двух словах это рассказать, то это, грубо говоря, такой участок, 3D-модель, большой вот участок месторождения, где есть который скважины, реально существует. Да, который реально существует, и там есть скважины, пласты, нефть, все это вот оно есть, и благодаря нему мы можем с помощью программного обеспечения определенные операции производить. И это очень сильно помогает вот, в научно-исследовательской деятельности. То есть научно-исследовательская деятельность ГРФ тоже очень развита. То есть мотивирует все это дело, конечно же, стипендии. Есть именные стипендии компаний Роснефть и ЯТЭК. Если ты там прошел практику, то ты можешь подать на конкурс. То есть там есть условия того, что ты должен хорошо учиться и в целом как бы участвовать в различных мероприятиях, там, в Олимпиадах «Газпром», КСН инженерного чемпионата, и в целом можешь попробовать участвовать. И самое главное, вот стипендия 30 тысяч каждый месяц в течение 1 года. Это помимо того, что у тебя есть своя стипендия за учебу, а она, кстати, самая высокая по всей России, практически в среднем выше 10 тысяч. Ну, это с курса повышается с каждым разом. И если ты отличник, то чуть-чуть выше, если хорошист, чуть-чуть ниже. Вот так вот. Ну, я слышал, что вот у нас в ЦВФУ, именно в ГРФ, по-моему, да, появились специальности, которым обучали раньше только в центральных вузах, например, в Губкино. Ну да, вот. Это с этого года или в прошлого года, я точно не помню. А вот новое направление вот у нас появилось в НТТ, нефтегазовой техники и технологии. Вот, как я сказал, разработка, вот как раз-таки разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, оно появляется вот с этого года, новое направление, а я чуть-чуть старого направления, я буровик, грубо говоря, да. И сейчас появилась у нас магистратура впервые, вот за долгое время, впервые открылась магистратура, вот. И в целом сейчас мы ни в чем практически не уступаем от ведущих вузов страны, можно так сказать. И Сардана, вам слово. Добрый день еще раз. Меня зовут Борисова Сардана. Я студентка Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации. Я окончила кафедру фольклора и культуры. И, как отметили ранее, я действительно соглашусь с тем, что студенческие годы — это лучшие года, которые вы можете провести в своей жизни. Ну, естественно, в будущем может быть и еще лучше. Это все зависит от того, как вы сами это спланируете. Но я спланировала свою студенческую жизнь таким образом, что я занималась наукой, научной деятельностью, и активно принимала участие на различных конференциях международных и престижного уровня. И в этом году одна такая моя самая большая главная победа, хочу сказать, это мое участие в конференции Ломоносов в городе Москве, и я стала абсолютным победителем своей секции. Это философия, культурология, прикладная этика и религиоведение. Я выступила с собственной темой «Культ коня в исторической динамике народа Саха. Междисциплинарный анализ». Мой научный руководитель — это кандидат исторических наук Петрова Светлана Ивановна. Мы с ней достаточно долгое количество времени работали над этой темой, и действительно, можно сказать, тема получилась обширной, которая охватывает многие аспекты, многие предметы и заинтересовала экспертов и членов комиссии данной конференции. И я стала абсолютным победителем. Поздравляю. Огромное спасибо, благодарность. Я знаю, вот, Валентин, вы будете, планируете работать в своем альма-матер? Да, я уже как бы работаю сейчас. Уже работаю, да, в своей кафедре недропользования, заведующим лабораторией пока что. Я решил выбрать вот научное направление, что буду, свяжу свою жизнь с научным направлением, то есть в будущем планирую преподавать и тому подобное. Сардана? Получается, я год уже отработала в 16-й школе города Якутска в качестве учителя физики и информатики. С этого года, тоже там же остаюсь работать. В школе работать мне нравится. И
Суть в том, что вот СВФУ, да, наша кафедра, моя кафедра, там очень сильно развито физический практикум. Вот понятие, которое, наверное, многие не знают, да. Что такое физический практикум? Это вот постановка каких-то лабораторных работ, при котором ты наблюдаешь какие-то физические явления. То есть для детей это очень интересно. Да, получается, вот когда я училась в школе, да, я очень мало раз участвовала в постановке лабораторных работ, и сейчас, когда я в СВФУ училась уже, работала именно по лабораторным работам, и есть новая такая лабораторная работа, называется компьютеризированная работа, то есть уже используется не только сам комплект, да, лабораторная установка, но и используется компьютер. Идет регистрация каких-то данных, и то есть это уже интересно. С каждым годом идет образование, развивается, да, новые требования, и мы понимаем, что цифровизация, как говорил Валентин, да, цифровизация идет очень сильно, и в школах тоже идет требование вот полностью внедрить цифровизацию, ну вот по поводу моей работы, да. И, ну, я вообще планирую работать учителем и планирую поступить в магистратуру. Кстати, у нас в ВТИ тоже в этом году впервые открывается магистратура. Сардана, у вас какие планы? Ну, я также тоже планирую поступать в магистратуру и дальше развивать свою научную тему. Мне это самой очень нравится. Вообще, я хочу обратиться к абитуриентам и тем молодым выпускникам школ, что самое главное — слушать свое сердце, свое внутреннее «я», и несмотря на разные советы, которые вам дают, вы должны выбрать специальность сугубо по своим желаниям и жить студенческую жизнь так, как вы этого сами хотите. И труд и терпение — это те самые инструменты, которые помогут вам достичь высот в любой абсолютно сфере, я хочу так сказать, и вне зависимости от специальности, от ваших целей, вы должны жить и следовать тем правилам и требованиям, чтобы вы, в конце концов, будучи выпускниками университетов, институтов, чтобы вы достигли своих четко поставленных целей. И, ну, мы люди простые, Институт языков и культуры народов Северо-Востока, у нас, но я хочу сказать, что у нас тоже ведется глобальная цифровизация, есть множество новых предметов, которые охватывают новые какие-то аспекты нашей жизни, искусственный интеллект и так далее. И у нас много уже лет ведется набор в магистратуру, всегда двери открыты для всех, всех ждем и да, всех ждем. Двери нашего института для всех открыты. Майя Васильевна. Начали уже хвастаться своими факультетами и институтами, но я бы тоже хотела обратиться, да, как директор института дополнительного профессионального образования. Я понимаю ту проблему, которую Сардана поднимает, о том, что сейчас немного для детей навязывают родители, да, и они поступают не по желанию. Но вот я, например, да, сама горный инженер-геолог. У меня 3 образования экономических менеджера. Я кандидат экономических наук, но я работаю в образовании. И в целом, что я хочу сказать, что университет — это не только образование. И поступив, например, на геологоразведочный факультет, как Валентин, потом мы стали горно-геологическим институтом, я хочу сказать одно, что мне повезло, что я проучилась в университете, я узнала вот эту обратную сторону, именно быть активистом. Благодаря этому у меня сейчас очень развиты надпрофессиональные навыки, это soft skills, наверное, слышали, да. Во-вторых, у меня очень хорошие, как бы, связи, нетворкинг, да, то есть мы сейчас все выросли вместе, и это тоже очень важно. В части, если вы вдруг не нашли себя, вы поняли, то, что это не та специальность, достаточно завершить это обучение, потом прийти ко мне и получить вторую специальность, потому что на самом деле наш университет дает еще 2 возможности получить ребятам на бесплатной основе 2 профессии. То есть одна цифровая, а вторая квалификация, так называемая. То есть ребята сейчас могут, получается, студенты нашего университета могут выйти с 3 дипломами. Вот, поэтому поступайте, если вдруг что-то пошло не так, главное, учитесь и приходите ко мне, а я исправлю вашу жизнь. То есть они обучаются у вас параллельно? Да, параллельно.
И программы выстроены так, чтобы это не было во вред основной учебе. То есть они практически в онлайне. То есть они обучаются в своем режиме, и бывают встречи просто с преподавателями, ну, через Zoom, через дистанционные, ну, инструменты. И какие специальности? Вот вы сказали до 3 дипломов, то есть человек обучается там конкретно там, куда поступил, потом у вас получает диплом, например, кого? Ну вот по цифровой кафедре непосредственно у нас дизайнер образовательных проектов. Это для педагогов у нас мы придумали. Цифровое управление строительством автодорог для автодорожников. Цифровая трансформация органов государственной власти, это для экономистов. Цифровой дизайнер, цифровой маркетолог, управление бизнес-процессами и управление IT-проектами. Вот это непосредственно то, что делает наш институт. Помимо нашего института, я вот говорила, у нас 18 факультетов институтов, делают очень много программ колледж инфраструктурных технологий. Это большие данные, там, программирование, ну, как разрабатывать игры. Вот на языке Java. Есть Python отдельно, есть, ну, Валентин, наверное, скажет, где он учился. То есть существует как бы порядка больше 10 программ, и мы сейчас нацелены на то, чтобы вот как раз сделать цифрового геолога, да, то есть именно по отраслям давать цифровые компетенции ребятам дополнительно. Но если вдруг, условно, Валентин захотел бы стать дизайнером, он мог бы прийти к нам и получить диплом дизайнера и по нему пойти работать. Ну, это вообще не проблема была. Добавлю, как раз-таки у меня, вот, как я помню, вроде, если не ошибаюсь, в названиях, там, дизайн компьютерных интерфейсов вроде называется. Вот как раз я это закончил, и на отлично тоже. Так же, как и свою основную, так сказать, основное направление, нефтегазовые техники и технологии, также закончил с красным дипломом. И у меня сейчас, считайте, 2 диплома. Вот первое по интерфейсам, а второе по основному. И скажу честно, вот обучали тоже хорошо, но там уже больше всего зависит от студентов. Ну, если ты хочешь второе образование, то ты будешь учиться, ты будешь выполнять задания, делать, и там те студенты, которые думают, что просто их все дадут, ну, они ошибаются. Они должны тоже стараться, тоже ходить на пары дистанционно, через Zoom, через Google Meet или различные сейчас есть как бы такие приложения, и было очень интересно. Вот даже экзамен, скажу, мы сделали как бы мини-сайт, дизайн сайта, там все кликабельно, то есть с переходом и так далее. И я вот даже, находясь на практике, сидел там, с горя пополам договорился, чтобы ноутбук принесли, вот, и там сидел, и после работы сидел. А там же часовые пояса разные, и по итогу я там 12 часов ночи не спал и сидел, как бы, то есть сдавал так дистанционно. Там еще преподаватели понимающие, если ты говоришь, что ты на практике, то они могут перенести тебе немножко экзамен и так далее. Также у нас в географическом факультете преподаватели тоже понимающие, идут навстречу, если у студента какие-то сложности появляются в жизни и так далее. Вот. То есть... Валентин, я хочу сказать, что, оказывается, мы с тобой были одногруппниками, потому что я тоже проходила профессиональную переподготовку в колледже инфраструктурных технологий и тоже по специальности компьютерного дизайнера. И хочу сказать, что согласиться со всеми, что действительно в Северо-Восточном федеральном университете уровень образования и дополнительной подготовки, она действительно очень высокая. И вот мы конкретно с Валентином сейчас сидим, имея 2 диплома о высших образованиях, и действительно, вот эта вот программа обучения, образования, она охватывает множество разных различных сфер, и я, будучи студентом Института языков и культуры народов Северо-Востока, можно сказать, и разбираюсь в технологиях, вот, когда сказали языки программирования C#, C++, Python и так далее, ну, мы же, наверное, все-таки зумеры, да, люди нового поколения. Вчера как раз-таки наш ректор Северо-Восточного федерального университета Николаев Анатолий Николаевич, он сказал, что сейчас студенты очень изменились, не такие, как были в наши времена, и на вас действительно огромная надежда в том, что вы, молодые люди, молодежь, имеете прогрессивные свои какие-то новые взгляды, не бойтесь как-то самореализовываться, мы даем возможность каждым вашим амбициям. Пожалуйста, не храните в себе все ваши
идеи внутренние. У нас есть множество площадок для реализации абсолютно ваших каких-либо идей, будь то в технологии, будь то в гуманитарном направлении. И действительно, вот я сегодня встретила своего одногруппника, оказывается. У нас одинаковые дипломы. Сейчас мы прервемся на рекламную паузу и продолжим наш разговор. Телефоны в студии 320066 и 321166. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутск сегодня». У нас в студии директор Института развития перспективных проектов образования Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова Майя Васильевна Курнева и выпускники университета физико-технический институт, педагогическое направление Сардана Львова, Институт языков и культуры народов Северо-Востока России Сардана Борисова и геолого-разведочный факультет Валентин Егоров. Телефон в студии 320066 и 321166. Вот я сижу, слушаю вас, и завидно, честно говоря. Вспоминаешь свою юность, молодость, и та студенческая прекрасная пора у всех людей остается одним из самых запоминающихся моментов в жизни. Как у вас началось, как поступали, как выбирали профессию? Вы уже сейчас выпускники, люди компетентные, знающие, там по несколько дипломов, скажем. Ребята, наверное, смотрят, думают, как это, сможем ли мы вот так же поступить и выучиться и стать ценными специалистами? Ну, я скажу. В самом начале, когда я уже сдал ЕГЭ, получил свои результаты, я хотел поступить вообще на инженера. Это ФТИ. Но что-то я туда пошел, посмотрел и что-то думаю, что как будто это не мое, будто бы внутренне у меня бывает тревога, как будто по данному специально, многие выбирают инженеров. В то время тогда все выбирали специальность инженер. Я что-то вот гуляю по приемной комиссии и вижу географический факультет и резко вспоминаю прошлое, где я в детстве, помню, книжка была «Перспективные профессии, высокооплачиваемые», вот такой вот в журнале. И там в первых строчках были вот геологоразведка, геологи и нефтяники. Я вот резко это вспомнил, как будто бы зашел, поспрашивал, и в действительности как раз таки появилось новое направление, там все мне вот рассказали, и мне стало действительно интересно. И подумал, что это как будто бы мое в действительности. Но потом поступил, и вот 5,5 лет очень быстро прошло. Как-никак учеба, это же не... то есть обучение же не просто, там, пары и так далее. Я еще состоял в профсоюзе первые 2 года, первые 2 курса. И было очень интересно. Как говорится, есть такое понятие, как синдром первокурсника, когда ты во всех клубах записываешься где-то 5, 6, 7 берешь, и ты такой довольно стоишь такой. Все, теперь я буду сегодня вот туда, завтра вот сюда и так далее. И тем самым иногда люди выгорают очень быстро. Вот так что абитуриентам маленький мой совет. Реально выберите где-то 3-4, максимум 4, чтобы это не влияло на вашу учебу, и в целом чтобы вы сами успевали ходить. Я стоял вот в бигтайме, бигтайм это там вожатый Саха, и в КМР состоял, то есть тоже в такие различные. Я также состоял в своем ПОСе, профсоюзной организации студентов. В каждом УЧП оно есть, я в своем тоже состоял, и там проводили мероприятия для студентов. Так что вот в плане досуга для студентов очень много. Там проводят какие-то мероприятия каждый день практически. Вот, так что если... Секции, кружки. Секции, кружки, да. Если хочешь заняться спортом, там секции есть спортивные. Если просто хочешь в зал, то в юность, там манеж, зал, качалка, как сейчас называют. Вот. И очень интересно. И вот студгородок, он такой все в шаговой доступности. Захотел выйти, там в кафешку рядом все стоит, магазинчики, все в шаговой доступности. Очень удобно. И помимо этого я еще проживал в общежитии. Вот именно 66-я общага, Квандришвили 17. Очень комфортабельные условия. Я вот даже помню, мой друг поступил вот в Питер, там, я не помню уже в какой, он там закончил, и он показывал свои общаги, я вот сравниваю с ВФУ, и там, не знаю, возможно, там еще он построили что-то новое, или он попал в старое, но по сравнению с этим, с ВФУ гораздо на голову выше. То есть там есть там блок, по 2 комнаты, и общий санузел, и ванная.
а также комнаты прям хорошие. Действительно, я вот как раз-таки со своим одногруппником успел зайти в двухместку, повезло. И мы там вместе жили, у нас очень много историй, всяких различных таких ситуаций забавных, когда бывает такое, когда впервые пропускаешь пары. Вот, уснул, просыпаешься уже 8, такой, а у тебя физра, а ты успеваешь там одеться и выходишь, бежишь, немножко опаздываешь. Все это как бы прочувствуется, и не только это, там, благодаря профсоюзному организации студентов ты знакомишься с очень многими людьми, со всеми, делаешь связи, себе друзей находишь, возможно, даже кто-то найдет себе больше близкого человека, может, да, любовь найдет, жизни, да, спутника жизни как раз-таки. Вот. Может, кто-то добавить еще? Сарглана? Микрофон еще чуть-чуть на себя. Ага. Ну, мне нечего добавить. Ну, я могу добавить тогда. Женская солидарность, можно так сказать. Я нашла свою любовь, действительно, в студенческие свои времена. Я нашла свою любовь в науке, и действительно вот таким значимым для меня воспоминанием навсегда в моей жизни останется это встреча с ректором Московского государственного университета, с Виктором Антоновичем Садовничем. Мне посчастливилось с ним стоять рядом, и он сам меня вот так позвал в день, когда награждали всех победителей конференции Ломоносов. Я стояла с ним рядом, и рядом с ним стояли его такие охранники, телохранители, можно так сказать. И он, Виктор Антонович, оказывается, сам такой искренний, добродушный человек, который сам изнутри тянется к людям, к студентам, к молодежи. И он говорил: студенты, давайте поближе, встаньте. И я такая оп, все ближе и ближе. И он рассмотрел меня, такую маленькую девочку Саха, наверное, и посмотрел на меня вот так удивленно. Я, как бы, если говорить по-якутски, харан турбатаган, сразу же: Виктор Антонович, очень рада вас видеть. И мы вот так вот пожали руки, и он сказал: на какой секции ты выступала, где ты победила, вот так искренне интересовался. И он вспомнил нашего президента, нашу гордость Якутии, Михаила Ефимовича Николаева, сказал, что ой, мы с ним очень хорошо дружили, у вас был очень такой хороший президент, и действительно, я знаю вашу республику, ваш город, такой радушный и хороший народ, и мы с ним так приятно побеседовали, можно так сказать. И не каждому студенту действительно выпадает такая возможность и шанс огромный, и чему я безмерно благодарна студенчеству за такие возможности, за то, что можно летать в города, участвовать в научных конференциях и представлять свою научную работу. И после вот этих вот участий в конференциях у нас остались и разные публикации в сборниках РИНС, ВАК и так далее. И абитуриенты, вы тоже можете дальше публиковаться в абсолютно разных научных изданиях и публиковать свои научные работы, свои труды вместе с научным руководителем. И многие вот мои одногруппники и студенты вот в студенческом научном обществе ко мне подходили за советом и спрашивали: Сардан, вот у меня вот это не получается, вот именно в практической части у меня выходит какой-то негативный финал, негативный итог, и, наверное, все, у меня не получится, я дальше не буду писать статью. И я говорю: публикуйся, это же хорошо, потому что негативный результат — это тоже результат, и в будущем на ваши статьи могут ссылаться и уже как бы в будущем проводить свои исследования на основе ваших каких-то рассуждений. И негатив и позитив — это... То есть не нужно ничего бояться, даже негативный результат нужно публиковать в сборниках, ведь действительно истина рождается в споре. И наука — это тоже такой живой организм, хоть и точный. Я хочу сказать, что не бойтесь, ребята, поступайте в Северо-Восточный федеральный университет. У нас тут очень-очень классно, мы всех вас ждем. И действительно, вот мы
трое выпускников, хотим сказать, что у нас есть возможность получить много дипломов, у нас есть возможность жить в общежитии в городе Якутске, у нас есть возможность летать в другие города, не только по науке, но и по разным абсолютно направлениям, это будь то творчество, вожатская деятельность, спортивные соревнования, абсолютно разные сферы, и практики у вас могут быть абсолютно интересные. Вот я, например, и мои одногруппники, мы проходили практики в абсолютно разных предприятиях, это театры, и, я конкретно проходила в Центре духовной культуры Дома Арчи, и действительно, можно так сказать, я практически использовала все свои хардскиллы, которые я обрела во время обучения в Институте языков и культуры народов Северо-Востока. Работала с абсолютно разными людьми, с алгасчитами, с исполнителями олонхо. Это люди такие творческие, абсолютно разные, и мы находили подход ко всем ним, потому что все творческие люди это светлые люди, да, и действительно практики проходят очень красочно, интересно, в общем, вы ни о чем не пожалеете. Ребята, выбирайте образование, выбирайте науку, выбирайте творчество, все пути для вас открыты. В нашей передаче вот Тетем Сахаради, это на якутском языке приходили преподаватели Северо-Восточного федерального университета, и вот высказывали такую мысль, что сетовали, что в последнее время выпускники школ при сдаче ЕГЭ чаще стараются выбрать, скажем там, условно говоря, попроще предметы, избегая какие-то точные науки, да. Вот чтобы поступить по вашим специальностям, вот, например, физико-технический институт, например, ГУР, какие вот предметы должны быть с высоким баллом? Физико-технический институт сам по себе основное это физика и информатика, да? Только вот педагогическое образование, которое я закончила, я поступала с выбором обществознания, профильная математика. Педобразование вообще вот именно в ИМИ, да, в ФТИ, в каких-то еще в других, там вот в ФТИ физика не требовалась, что странно, да? Я вот учу детей физике и сама не сдавала физику. То есть то, чему я учу, я через себя не пропустила, получается, да? Но суть в том, что вот почему нету физики, когда поступаешь на учителя физики и информатики, потому что очень мало тех, кто желает стать учителем, да? На самом деле это большая проблема, потому что нехватка кадров учителей, да, педагогических кадров очень актуальная. И получается, я когда поступала, я вовсе не собиралась быть учителем физики на самом деле, да. Все мы хотели быть экономистами, юристами, да, но я ни секунды не пожалела, что поступила в ФТИ, стала учителем физики и информатики, и работать с детьми мне очень нравится, но я планирую магистратуру, тоже что-то другое, дополнительное для себя получить, да. Кроме педагогического. Да, не знаю, с другой стороны, я опять собираюсь в педагогический институт теперь, не физико-технический, вот менеджмент в образовании, есть такой магистратура направление. Хочу туда поступить, но я пока не определилась. Валентин? Чтобы поступить в географо-разведочный факультет, надо сдать профильную математику, обязательно профильную математику, физика и информатика. А если люди после СПО, то там общая геология, тестирование, русский язык, тестирование да. То есть после среднего... Общая геология, точнее, да. Общая геология, там тестирование, они вот... Там можете подойти к комиссии, вот ГУК 110 кабинет. Вот я сегодня узнавала, предварительно идет консультация, потом ребята... сначала консультация, потом уже как бы экзамен, можно сказать. Там есть перечень вопросов, вы можете зайти в сайт прием СБФУ, и там все есть. Если выберете там магистратуру или же бакалавриат, там вы можете ознакомиться со всем этим. Вот. Минимальные баллы, если я не ошибаюсь, после ЕГЭ это математика 40, физика 39, и русский 40. Как раз таки. И дальше конкурс. Да, и дальше, да, по конкурсу, естественно. У вас, Сагдана?
Чтобы поступить в ЕКЭ, нужно сдать русский язык, русскую литературу, историю общества. Ну, там отличается, в общем, но гуманитарные предметы, и у нас еще есть собеседование, минимальный порог там был 70 баллов. И нужно быть просто хорошим человеком, с творческим бэкграундом. И я хочу сказать, что если даже вы не проходите по баллам на бюджетную основу, я бы вам посоветовала все равно поступать, если вы сами этого хотите, поступить в данное направление, даже на платной основе, потому что после первого семестра, после второго семестра на первом курсе, на втором курсе у вас будет возможность перевести на бюджет. Вот. И все равно то, что вы вкладывали в обучение некоторые средства, они все равно все они окупятся, я хочу вам сказать. Не бойтесь вкладываться в образование. Да, согласен тоже. И вот говорят студенты, выпускники, педагоги тоже, что для будущих абитуриентов, то есть не надо обращать, то есть усиленно готовиться там в 9, 10, 11 классах обычно начинают уже хвататься за голову, надо по таким предметам ЕГЭ подтянуть, вот таким, а надо учиться, то есть чуть ли не с 5 класса там стараться, да, потому что и чем раньше это начнешь, тем легче будет сдавать ЕГЭ, и баллы будут выше. Можно я подытожить хотела? У нас же еще есть время, да? Да. Смотрите, вот 2,5 минуты. Я очень, действительно осознанная молодежь. Когда я заканчивала, я про науку вообще не думала, от слова совсем как бы. Я пришла, и защитила кандидатскую диссертацию в 30 лет уже. То есть после окончания университета, еще 3 года отработав в Мирном. И я вот что хочу подчеркнуть, почему нужно поступать именно в высшее учебное заведение. Было бы хорошо, конечно, если к нам, но почему высшее учебное заведение? Потому что в высшем учебном заведении прокачиваются мозги. Там прокачивается мышление, там прокачиваются мозги, а в среднем профессиональном это, больше практические навыки. И вот то, что ребята говорят с точки зрения развития науки, я думаю, в будущем как раз-таки будут востребованы учителя обязательно, здравоохранение и люди, которые смогут творчески мыслить, а это у нас наука. Вот, и поэтому я тоже призываю поступать в Северо-Восточный федеральный университет. Наука у нас очень хорошо развита, и дай бог, ребята тоже станут кандидатами наук, потому что наш университет это направление тоже очень хорошо поддерживает. И, в принципе, кузница кадров именно научного направления – это СВФУ. И хочу добавить немножко про направление свое, потому что я был очень удивлен, когда в географическом факультете я узнал, что есть нефтегазовая отрасль. Действительно, это очень актуальное сейчас направление, очень актуальное, и будет актуальное, но еще много лет, потому что за эту эпоху мы все не сможем выкачать. Ни нефть, ни газ. Так что мы, как говорится, будем добывать, еще раз добывать. Так что это очень перспективная и даже престижная, я бы сказал, профессия. Конечно, там вахтовый метод работы, но все равно в этой вахте есть своя романтика, я скажу. Я сам был в 6 практиках, и практики все оплачивались, как плюс. Так что поступайте в ГРФ. Спасибо, наша передача подходит к концу. У нас в студии были директор Института развития перспективных проектов в образовании СВФУ имени Максима Амосова Майя Курнева и выпускники Сардана Борисова, Валентин Егоров и Сардана Львова. До новых встреч, всего доброго.